Очень тоже интересный вопрос, актуальный на сегодняшний день, потому что иногда человек, вот это мне нравится, я в это верю, а в это что-то не нравится мне, я не верю вот в это. В понятие веры это не подходит. Ну, например, в хадисе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорится, что пришел к нему в образе человека ангел Джибраиль и задал вопрос, что такое ислам, что такое иман, вера. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, отвечая на этот вопрос, ответил, что это вера в Аллаха, книги, священные писания, в ангелов, предопределение, в судный день и в пророков как раз. И вот если мы убираем, ну, например, это вот наш стульчик из 4 ножек, одну ножку убираем, то все, этот стульчик уже плавает, он не может устоять. То же самое, если мы убираем один из столпов, главных, опорных столпов, то мы теряем равновесие. Наша вера, она пошатнется, то есть она будет уже неполноценной. Поэтому вера в каждой из основ веры, это на нас возлагается самая главная основа, задача. Например, когда мы строим дом, мы можем сэкономить на фундаменте. Я знаю таких людей, и в итоге экономия на фундаменте, она в 100-кратном размере потом выходит бедствиями, здание, дом начинает рушиться. То же самое, если вера, она не имеет в основе один из столпов, один из основ фундамента, то она, какой бы красивой снаружи она ни была, то вся эта красота, она будет тщетной и недолговечной. Это здание, оно разрушится.